к чему руки Назарбаева притрагиваются, все валится. Везде, вот как вот ЛРТ, миллиарды долларов садили, украли, вот только бетонные эти сваи стоят. Вот все, что делает Назарбаев. Но он же делает, он же сейчас как бы не президент, теперь как бы Токаев президент. А где Токаев? Почему не проводит расследование? Почему напротив него сидит Назарбаев? Почему улица Назарбаева? Почему памятники Назарбаева? Почему вокзал Назарбаева? Почему аэропорт Назарбаева? Почему они крадут? Почему они миллиардеры? Это что? Человек, президент, не работает на страну, не работает на людей. Его задача удержать власть в пользу свою и Назарбаева, сохранить его миллиарды и положить нас под Россию. Вот что он делает. Посмотрите, около семей какие пожары были ужасающие, люди погибли, тоже не готовы были. До этого в прошлом году в Кустанае были пожары, потом в Алма-Ате искусственно поджигали. Правильно? Вот она власть. Вот сейчас весной вода будет, вы знаете прекрасно, наводнение будет. Общеизвестно. Еще в 2000 году я сидел, помнится, на совещании у Назарбаева говорил. Я уже заранее знаю, что будет. Весной будет наводнение, потом не будет хватать электричества, потом не будет хватать угля. Все просто же. Это же вот как две коровы, Назарбаев, все просто. Иди, возьми и все сделай. Как воду сохранять, водохранилища, электроэнергию, чтобы было всегда, тоже не проблема. Даже когда цена на нефть была $9 за баррель, сейчас 80-90, мы же все стабилизировали. А они не могут, говорят, дефицит и тому подобное. Ерунда. Вот все, кто Казахстан знает, я вам следующее скажу. У нас избыток электроэнергии. У нас, если воды не хватает, у нас на самом деле избыток воды, достаточно воды. У нас всего много, потому что мы молчим. Вот правильно здесь пишет, мы народ очень пассивный. Потому что мы пассивны, у нас крадут. Вы молча погибнете. Будет большое землетрясение, вы молча погибнете. Будет пожар, вы молча погибнете. Вот здесь задают вопрос, почему мы бедные, почему у нас зарплаты низкие? Потому что вы молчите. Если вы молчите, если вы не организуетесь, если вы, как французские фермеры, не выходите на протест, не создаете ячейки, а зачем? Вы же пустое место для этой власти. Вот они в год 30 миллиардов кладут, вдумайтесь, бюджет страны 30 миллиардов, они сверх этого еще 30 миллиардов крадут. Если 30 миллиардов, это триллионы тенге, вливались бы в экономику, у вас была бы работа, на эти деньги можно завалить страну работой, построить новые заводы, дороги шикарные, все у нас было бы. Народ молчит, а что им тогда? Они и воруют. Вот поэтому вы бедные. Вон под носом, вы посмотрите, акимы городов, областей, кто они? Богатые. Богатые. А что они получают зарплату там, пусть даже 1-2 миллиона тенге. Вот наши люди говорят, о, 2 миллиона, о, как много и так далее. Они 2 миллиона на ужин где-то в ресторане тратят, чтобы вы понимали. А каждый аким области, городов, там имеет бюджет области, города, потом тендеры, и они сотни миллионов долларов зарабатывают, так называемых, в кавычках, воруют. Вот они на что живут, они на 1-2 миллиона тенге. Вот они воруют, за рубежом все покупают, внутри дворцы, машины, их дети, племянники. Вы же видите, вы же не слепые, все это видите. В Инстаграм заходите, как они показывают свои богатства и так далее. Вот поэтому вы бедные, поэтому у вас ничего и нет. Вот это прямая связь. Вы бедные, потому что вы молчите. Вы бедные, потому что не боретесь. Вот и все. Семикратный чемпион в книге рекордов Гиннес. За 30 лет никто в мире не повторил его успехи. Знаменитый человек. Его сажают в тюрьму, наш народ молчит. Вот говорит Кель, Орпасангелида. Директ мне Кельдем. Посадили меня, вот, допустим, не как Марат на 7 лет, на пожизненный срок. Это еще хорошо, что просто посадят. И все. А я знаю, что наш народ не выйдет миллионами на улицы. Мы же выходили, организовывали ДВК, выводили людей на митинги. Меня арестовали, вышло, вот тогда еще нормально еще выходили. 2000 человек вышли на улицы. Я поэтому как-то выжил. А если бы не выходили, это даже 2000 человек, меня бы там и убили, пытались же убить. Вот Марат Жаламбаева посадили на 7 лет. Почему посадили? Потому что народ молчит. Марату Жаламбаеву нужна помощь на поддержку адвокатской защиты. Не только международной защиты. Нужна
выводить людей на митинги, это кто-то должен организовывать, это ресурсы нужны, плакаты делать, видеоролики делать. Люди должны все бросить и только этим делом заниматься. Вот я публикую сборы в поддержку Марата Жалмабаева. Кто может, пожалуйста, поддержите. Вот основная причина, что люди не выходят. Мы, Казахстан. Не виноват не просто Назарбаев или Токаев, мы виноваты, потому что мы этим гадам позволили сесть себе на голову, делать, что хотят, и мы молчим. То есть, в первую очередь, вина самого народа. Не Назарбаева и Токаева, вина самого народа. Когда народ это поймет, он просто сверху, то, что кто на нем сидит, скинет, отпинает, и все приведет в порядок. Вот что сейчас наши люди уже стали осознавать. Это наша вина. Но проблема в том, что миллионы хотят, чтобы кто-то, как Бэтмен, я говорю, прилетел, сделал. Она говорит, кисиш, дейді. Я что, поделюсь на миллион частей, что ли? Люди не выходят, не создают ячейки, не выходят массово на митинги. Вот в чем проблема. Понимаете? Поэтому, чтобы Марата защитить, и вообще любого из вас, вот тронули, десятки тысяч выходят, сразу убегают. Посмотрите, что было в 2019 году активистов. Закрывали на 4 месяца женщин. По 500 человек к суду люди выходили. 500, всего лишь 500. Их отпустили, дали под контроль, ни в тюрьму не держали, под судебный надзор и так далее. 500 человек. А если бы вышло 10 тысяч человек, а если бы вышло 50 тысяч человек, извинились бы, заплатили компенсацию, всех людей, кто против них следственных действий делал, посадили бы в тюрьму, а если не посадили, мы бы их самих разбили бы. Понимаете? Вот в чем суть, как вот французы действуют. Заблокировали Париж, резину жгли, везде технику расставили. Ну что они сделают? Они выполнили их требования. Вот в чем суть, понимаете? Поэтому Марат будет сидеть до тех пор, пока наш народ будет спать. Вот это наша вина. Это не вина Назарбаева. Назарбаев ровно столько крал, сколько ему позволяли. Токаев сейчас всех пинает только потому, что ему позволяет. Как только мы прекратим это позволять, этого не будет. Все, понимаете? Друзья, если резюмировать, у нас наша сила заключается в нашем единстве. Нужно защищать, требовать, выходить на митинги, требовать массового освобождения Марата, и таким образом можно добиться. Помогать адвокатам, финансово помогать, организовывать защиту, одним словом. Если резюмировать, то у нас никакого Жана Казахстана нет. Токаев продолжает режим Назарбаева. Они вместе в одной лодке продают сейчас наш Казахстан Путину. А что же делать тогда? Как добиться перемен? Вот главный вопрос. Мы постоянно говорим о создании ячеек, и люди боятся даже ячейку создать. И мы в этой связи понимаем, что нужен еще какой-то рычаг. Вот я постоянно привожу пример. Вот мне же говорят, когда изменится, когда режим упадет и так далее. Никогда. До тех пор, пока народ будет так себя вести, никогда. Хоть 1000 лет будет это ханство сохраняться, и никогда не изменится. Вот представьте себе, но вы что скажете? Вот сидите дома, у вас, допустим, холодильник пустой. И вы сидите, жене говорите, ну когда у нас продукты появятся? Ну когда у нас продукты появятся? Вы так скажете? Что вам сейчас жена сразу скажет? Что ты больной, идиот и дурак, правильно? Сразу так скажет, ты ненормальный. Иди в магазин купи. Или иди заработай, купи. Правильно? Так же. Поэтому, а когда режим упадет, а с чего этот режим упадет, как в том самом магазине? Кто-то должен же действия делать. Миллионы боятся. Ячейки миллионы не создают. Хорошо. Тогда, получается, нам что нужно сделать? Вот как со строителями. Ты же вокруг, когда дом строишь, ты не бегаешь вокруг дома, земли точнее. Когда дом построится, когда дом построится? О, Аллах, построй мне им салпешти, народ сюда. Не просите же у Аллаха, ой, построй мне дом. Аллах что вам говорит через Коран? Двигайся, действуй, вот тем, кто сам действует, все приходит. Что вы делаете? Находите деньги, находите строителей, делаете проект, платите строителям. Когда строителям платите, с ними договор подписываете, договариваетесь, они вам дают срок, что вот через год построю. Правильно? Ну, и чтобы эту власть свалить, значит, нужны такие же строители, профессионалы, которые знают свое дело, знают, как свалить режим. Очевидно, что тогда нужно народу профинансировать. Я недавно, буквально 2 недели назад, серию постов писал. Что нужно сделать? Как строителям поступить? Есть профессионалы. Вот эти ячейки, кто создает, есть профессионалы. Есть люди, которые готовы драться.
Вот как Марат Джаламбаев и другие. Есть у нас много в стране. Но проблема в том, что когда они начинают это делать, им нужно на жизнь какие-то ресурсы, семью содержать, квартиры, расходы покрывать. А если они начинают этой деятельностью заниматься, то их с работы увольняют. Ну, проблемы, одним словом. Значит, что, если общество решит, что да, я сам боюсь, но давай я маленький вклад денежный сделаю, профинансирую. Вот, допустим, в нашей стране 20 с чем-то миллион, больше 20 миллионов человек живет. И 10 миллионов человек где-то работает. Ну, 10% из этих 10 миллионов, 1 миллион человек, допустим, говорят, хорошо, я буду финансировать всего лишь 10 тысяч тенге. 3 раза. 10 тысяч тенге в течение 3 месяцев. Это же небольшие деньги. Вот миллион человек, если пожертвует по 10 тысяч тенге каждый месяц, 30 миллиардов, вот эти деньги достаточно для того, чтобы снести режим. Достаточно. Профинансировать вот этих активистов. Мы расчет сделали. Нужно 3000 человек, которые с утра до вечера скрытно, профессионально будут заниматься революционной деятельностью, как те самые строители. Они будут организовывать процесс так, чтобы режим упал. Вот мы скоро вот на следующей неделе объясним. 3000 человек или 1000 групп. В одной группе 3 человека. И вот если мы начнем финансировать такого рода деятельность, платить этим людям каждому по 500 тысяч тенге, они с утра до вечера что будут делать? Организовывать, выводить людей. Мы и так буквально в течение 1 года свалим этот режим. Сейчас что говорит? Когда режим упадет? На режим Хашан платит сразу. Никто не знает. Может, кстати, Тауман прийти, Дарига Назарбаева прийти к власти. Вон у Токаева сын тоже есть в Швейцарии живет, тоже много языков знает. Его назначит. Ну или хотите, вон Гуга Ашкенази поставит. А какая разница? Он может своего коня поставить президентом страны. Так ведь, да? Вам обидно, я вот здесь слышу, вот Конституция, а мы будем против. Я что-то не видел, чтобы люди тысячами выходили, вот кроме Хантара, против. Поэтому он коня может своим президентом поставить, если народ молчит. А если мы такого рода от людей собираем деньги, по 10 тысяч тенге в течение 3 месяцев, от миллиона человек, которые хотят перемен. Вот эти 3000 человек будут с утра до вечера агитировать, ходить договариваться. Вот я здесь вижу, говорит, я готов. Он даже денег не просит. А мы говорим, чтобы гарантированно режим упал за год, не через 10 лет, чтобы там Тауман не пришел, кто-то еще что-то. Как строителям, ты платишь деньги, они тебе построили дом. Здесь нужно заплатить группе, если народ хочет, перемен. Несколько тысяч человек, организаторам, которые все это сделают, которые понимают, и они свалят режим. Гарантированно максимум за 1 год. Все очень просто.